До 5 лет, что такое мальчик, что такое девочка, что такое сексуальное домогательство, что такое сексуальная безопасность, что такое вот письки и так далее. Половое образование в Кыргызстане – табу или необходимость? Откровенное интервью с урологом-сексологом Нурбеком Кытайбековичем Маноловым. В небольшом кабинете среди стопок медицинских журналов сидит человек, который знает о нас больше, чем мы сами осмеливаемся признать. Его голос спокоен, речь точна, а тема по-прежнему вызывает шепот и покрасневшие щеки у многих кыргызстанцев. По мнению врача, половое образование в школах не просто нужда, а скорая помощь обществу. Нурбек Кытайбекович ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения. Чем раньше начинается половое просвещение, тем позже начинается половая жизнь, а значит меньше рисков. Нужно вести уроки полового воспитания вот не со школы, а с садика, я говорю. Прям с садика нужно вести такие тренинги, можно сказать, или уроки, или занятия должны быть. И вот противник этой идеи думает, что мы будем учить вот любовью заниматься, да, как любовью заниматься, как целоваться и так далее. Нет, это совсем не так. Это вот до 5 лет, что такое мальчик, что такое девочка, что такое сексуальное домогательство, что такое сексуальная безопасность, что такое вот письки и так далее. То есть, если ребенку с садика объяснить, что трогать, допустим, есть принцип нижнего белья, да? Нижнее белье и там то, что внутри находится, можешь видеть, смотреть, трогать только мама. Даже папа не имеет права, да, вот так нужно учить. И тогда, если, допустим, взрослые дядьки, родственники домогаться будут, да, приставать будут, у него уже есть информация, он обязательно маме скажет. То есть, когда учат, говорят, если вас кто-то просит раздеться или поцеловаться и так далее, вы обязательно бежите и говорите маме. Говорите папе. Ну, в семейной жизни тоже может быть насилие. Они не могут сказать. Если говорят, это наоборот, им хуже станет. Тогда нужно сказать воспитательнице. Если школа, это учителям.